Перед новогодними праздниками прилавки магазинов пополняются пиротехникой, которая приносит радость и восторг. Но важно помнить о безопасности. Правильное использование поможет избежать неприятностей и сделать торжество незабываемым. Салюты, петарды и прочая пиротехника – важные детали новогодних праздников. Поэтому в преддверии начинается активная профилактическая работа надзорных органов. В ходе профилактической акции проверяют соблюдение условий хранения петард, хлопушек, бенгальских огней, салютов и фейерверков, а также их происхождение. Участники рейда дают продавцам небольшой инструктаж безопасности и напоминают о запрете продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним лицам. При использовании, при зажигании данной продукции необходимо это делать в строго отведенном месте. Ни в коем случае этого нельзя делать внутри закрытого помещения. При хранении не допускается хранение пиротехнической продукции вблизи обогревательных приборов и осветительных приборов. Также нужно отметить, что зажигать пиротехническую продукцию нужно на расстоянии не менее 20 метров от жилых зданий и линий электропередач. При зажигании пиротехнической продукции ни в коем случае не наклоняться на саму продукцию, на фейерверки. В рейде принимают участие представители администрации Назрани, отдела надзорной деятельности по городу МЧС, службы участковых уполномоченных полиции МВД России. В зоне особого внимания каждая торговая точка, где продают новогоднюю атрибутику. Мы проверяем соблюдение требований пожарной безопасности и других нормативных актов Российской Федерации. Проверяем сертификаты, разрешения, условия, в которых они продаются, то есть чтобы все соответствовало требованиям. С начала этого года в России из-за неправильной эксплуатации пиротехники произошло более 100 пожаров, на которых погибли 3 человека, 20 пострадали. В большинстве случаев именно несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных изделий может привести как к травмам, так и к пожарам. В Ингушетии таких случаев не зарегистрировано, но, как говорят эксперты, лучше подстраховаться. До родителей также хотелось бы довести, чтобы смотрели, чем их дети занимаются, как они им пользуются, и без присутствия взрослых, чтобы они не пользовались данной продукцией. И хотя сотрудники МЧС на этот раз не выявили никаких нарушений, специалисты призывают покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, чтобы миновать даже минимальный риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Танзила Олегова, Султан Могушков, Магаз 24.